Привет, друзья! Середина октября, ребята, уже, знаете, попахивало первым льдом, потому что были заморозки. Ночью уже такие морозики были. Доходило даже до минус 9 вроде как. Старицы, озерки начали покрываться льдом. Кто в телеграм-канале тот видел, ездил на разведку, даже уже такие вот курюшки, заводи покрылись хорошим даже льдом, ребята. Где-то сантиметра 3 лед был. Понятно, что он еще не уверенный. Ну вот прям думалось, что если вот так все пойдет дело, то возможно даже где-то можно попробовать порыбачить. Понятное дело, не спешим. А есть уже, ребята, понятия, есть уже свои ошибки. Понимание есть, с первым льдом шутить нельзя. В общем, нужно подождать, конечно, чтобы стал уже более-менее хороший лед, 5-6 сантиметров. Ну да ладно. И тут что-то, ребят, погодка внесла свои коррективы. По прогнозу минусом не пахнет. Стоит плюс. Впереди дожди даже местами. Ну и в общем сейчас что-то у нас плюс 7, наверное, плюс 8. Ночью плюс 2. Короче, стоит плюс. Соответственно, первый лед отменяется. Ну, межсезонья, ребят, у нас нету. Понятное дело, будем бодаться за налимом. Будем выезжать. Впереди мощная экспедиция. Я думаю, куда-нибудь съездим. Но сегодня, ребята, сборы. Интересная рыбалочка, я думаю, получится. Она у нас такая небольшая, всего лишь сутки. Но нужно будет уехать. Уехать, ребята, с Сыцкого района. Сегодня еду в Сыктывкар. Еду с семьей, с дочкой, с женой. В общем, снимаем квартиру. Девочки у меня будут завтра заниматься делами. Там сходят в магазин, прикупиться надо к зиме. Ну а я, ребята, выезжаю. Пригласили меня ребята. В телеграм-канале поступило смс-письмо. Андрюха, есть желание поставить по налиму. Ребята едут на свою реку, на свою избушку. Закрывать там сезон, так скажем. Приготовить ее к зиме. Ну, а я, ребята, постою, порыбачу налима, в общем. Как-то так. Ничего не понятно, в общем. Все интересно. Короче, такие дела. В общем, с утра завтра, ребята, рвем когти на одну из речек. Ни разу там не был. Речка интересная. И Юра, который пригласил меня, в общем, говорит, что можно отловить хорошего налима. Потому что что-то ты бегаешь, никак тебе все не удается. А там, в принципе, как вариант, ребята, зацепить может трофея. Ну, это понятно, только доводы. Будем пробовать, будем заезжать. Ну и чтоб не ехать с утра, с раннего не ломиться, сегодня спокойно выезжаем, заселяемся. В общем, а с утра спокойно выезжаю. На чемоданах беру самое необходимое, чтобы стоять автономку, не перегружаться, потому что будем заезжать на одной лодке 3 человека. У ребят там скарб какой-то, у меня вот, в общем, чтобы не было сильно перегруза. Беру самое необходимое, ну и чтобы постоять покомфортнее. Понятно, это какой-то маленький столик. Возьму даже стул, чтобы сидеть. Ну, короче, как-то так. Ну, жалко, да, всего лишь одна ночка у ребят не получается. Было бы интереснее, конечно, если бы заехали на 2-3 денечка. И было бы более-менее понимание, потому что можно и по спиннингу походить. Вот. Ну, ребята, короче, там свои дела. Они там будут чистить что-то, пляжи, готовить дрова, возможно, там, потому что ребята заезжают, живут, охотятся, рыбачат. Ну, а я как паровозом, ребята, ну, а у них свои дела, у меня свои дела. В общем, никто друг другу мешать не будет. И я надеюсь, что что-нибудь поймаем. Посмотрим, кстати, ребята. Река рыбная. Вот и будет понимание, интересно, как я провожу у себя здесь ночью на реке. И как можно провести там одну ночь на реке. Все, ребят, деревня. Я тут немножко за хозяина. Приехал с утреца. Алена Сергеевна уехала у нас по делам на 10 плюс дней. Уже все-таки на улице прохладно, нужно дом протапливать. Вот как раз протапливаю дом и собираю вещи. А после обеда девчонки приедут, и мы рвем когти в Сыктывкар. Думаю, будет интересно, ребят. Сразу поставим лайкосик от души, по-братски. Ну и погнали. Печечка, печурочка. Вот уже, друзья, с сентября месяца, грубо говоря, начинаем протапливаться. Как-то так.
сколько, спрашивают, уходит дров. Ну, зима разная, ребята. Бывает в морозы по 2 раза протапливаемся. Пару телег надо по-любому. Кстати, куча вопросов по водомету. Когда, Андрюха, когда? Водомет, ребята, пришел уже давно. Вот, я его специально так задрал, потому что дожди. Накрыть нечем было. Вот сейчас как раз недавно пришел метен. Буду закрывать уже. И чехол на двигатель заказал. Потому что храниться будет у меня под навесом, возможно. Возможно, нет. Ну, естественно, не здесь, а заведу во двор корешу. А на будущее будем делать навес какой-то или гараж. Потому что, ну, технику надо все-таки хранить. Да, здесь у меня все сделано. Рундуки убраны. Лодку облегчили. Но я еще, ребят, к сожалению, ее не спускал на воду, потому что были морозы. Я уже думал, как быть, что делать. Ну, в конце, возможно, ребята, все-таки я спущу еще в этом сезоне его. Походим, подвигаемся. Ребята с Роджера тестировали, и вроде как на 15 побыстрее побежала. Но это уже результат, мне кажется. Так что вот, опять же, нужен прицеп под нее другой. Короче, делов много, ребята. А то все пишут, когда. Ну, как когда, ребят? Когда ничего не готово, как показывать, чтобы потом опять писали, что вот тут косяк, тут не косяк. В общем, сделали они там моменты по трансу, транс другой, совершенно железный, регулируемый. Короче, надо, ребят, тестировать, смотреть и так далее. Ну а так, да, затянулась история. Ну, пускай, конечно, она лучше спокойно, потихоньку, но зато уже, чтобы все было готово и все было четко. Сумка блогера, так я ее называю. Вот, готовлю, ребят, фонарики. Вот обычно я с ночевкой на 2, на 3. Вот у меня 2 фонарика Thermaltake. C2 Pro Max Wizard и C2 Pro. Бывает, снимаю свечу на турбо режиме и, то бишь, батарейку высасываю. Вот, если что, как бы второй налобник всегда выручит. Понятно, лампа с Алиэкспресса. Вот. Потом у меня тактический от Thermaltake тоже дальнобойкий. Это у нас Viking Pro. 300 метров заявлено. Вот хорошо смотреть жерлицы. Все заряжено. Вроде все хорошо. Так. Тут у меня же и таблетки, и ножи, и что только нету. Бомбочки, зарядники в основном. 2 баночки ромасы на 20 и на 30. Старенькие, но ходят вроде еще. То бишь 50 миллиампер. В большей степени, конечно, не телефоны заряжать, а батарейки на камеру. Вот. Вот это, конечно, лишний вес. Но как быть? Тут зато есть все. Мультитул есть на всякий случай. Короче, такая сумка весит, конечно, немало, но, блин, без нее никуда, ребят. Ну и вот, для новой лодки, вот, с ЛБ сейчас пришел, вот, 4х6. Ну, это понятно, ребят, просто накрыть от снега, от воды. И вот такой чехольчик на мотор 40-50 лошадей, как бы, понятное дело. Не знаю, как это все будет выглядеть. Вот даже такая стоп. Ну, чтобы отражатель, если перевозить. Тут, короче, мы одеваем. Я еще даже не смотрел его. Тут, ага. Тут такой подколпак мягкий. Чтоб не коцало ничего. Короче, с ПВХ самый дешевый взял. Потому что нужно все равно как-то закрывать. Такой чехольчик не маленький. Вот. Это вот на новую лодку. Понятно, там будем ее доводить до ума. И эво коврики надо будет снизу. Короче.
такие дела. Так, друзья, ну что, поперли мы. Девчонки, привет передавайте. Ирина Андреевна, помашите ручкой. Все, ребята, город Сыктывкар, поехали. Все, мы добрались до города, заехали по дороге, купили продуктов, ну что-то мне на рыбалку там, так не основное, вот, и что-то тут перекусить. Девчонки, короче, поехали по магазинам, ну, у нас планово был все равно выезд запланирован, там кое-что к себе приобрести. Вот, и говорю, все, они поехали, чтобы завтра время не терять, с утра уже поедут домой, в деревню. А я говорю, что я поеду гулять, что я там не видел-то. Тем более я в сапогах, в камуфляже, в общем, не при параде, чтобы по магазинам гулять. Вот, говорю, езжайте, гуляйте. Там, в общем, а я говорю, здесь уже буду. Приготовлю ужин, как раз приедете. Короче, ребят, что, вот такая квартирка, 1400 в сутки. Покажу немножко, так как путешествие все-таки. Ну, небольшая кухня такая, ребят. Мебель такая, конечно, солдеповская, но за 1400, что вы хотели. Есть микроволновка, газ-плита, холодильник.
с яйцами даже. Вот. Ну, в принципе, посуда какая-никакая. Все отлично. Погнали дальше. Вот такая убитая, конечно. Туалет, в принципе, нормальный. Вот. Ванка есть. В принципе, помыться. Сегодня сполоснуться надо будет. Вот. Прихожая такая. Туда-сюда. Вот. А, там балкон. На 4-м этаже, я говорил уже. Мебель такая, я не знаю, тут какая-то, видать, бабушка жила, походу, в свое время. Везде книги, потому что... Вот. Ну, что-то, вентилятор даже, смотрю, есть. На 4-м этаже. Такой видок из окна. Вот. Так. Ну и, короче... Вот. Прихожка. Вот. И получается спальная кровать. Телевизор какой-то маленький. Опять книги. Можно, ребята, читать. Вот. Тут такой, как, не знаю. И вот тут диванчик еще. Ну, втроем можно спокойно переночевать. Нормально. Нормально. Ну, короче, как-то так. Постельное свое мы привезли. Юрий навсегда приводит свое постельное. Вот. Видно, телевизор, стенное крепление привезли, видать. Что-то меняли здесь. Ну, короче, так, ребята. Как там говорится, ебал, дремал, в общем. А так пойдет. Мы не гонялись особо там за какой-то чистотой, красотой. Снялись, просто позвонили. Я искал поближе, в общем, к выезду, потому что Юрец живет недалеко здесь, и, в общем, чтобы с утра ему не ехать далеко за мной, я искал именно, ну, ближайший район, вот, и как раз нашли, и сразу есть место свободно, нормально. Вот как-то так, ребята. Ну чё, такое путешествие, как никакое, все равно. Выезд с района это всегда, ну, что-то новенькое, тем более мои поехали прикупиться, пошопиться. Дочки тоже по кайфу, выходные как-то проведут. Вот. Ну а я что, завтра в тайга. Ну зато спокойно с утра завтра, не надо ехать, ломиться, попадать в пробки. В общем, все как нужно. Сейчас немножко отдохну, ребят, что-то замаялся. Голова заболела с этими дорогами. Вот. И начнем ужин готовить. Такие дела. Так, братва, ну что, будем готовить ужин. Сегодня хочу сделать макароны в сливочном соусе, ребят, с креветками и сыром. Телефон гудит, карта чехлится. Нормально так, это под макароны. Блин, сковородочка маленькая. А вот это, в принципе, здесь можно будет забубяхать. Так, поставлю, наверное, водичку под макарошки. Поставим мы, наверное, водичку под макарошки. Так, маленькая плита. Так, это что у нас? Так, понял. Поехали. Соль мы не покупали. Покупали только перец и чеснок. Обычно соль всегда в квартирах есть. Ну ладно. О, есть какие-то приправы даже. Гречка есть. Лимонная кислота. Децл есть. Но у нас, в принципе, сыр соленый. Так что, я думаю, нормально будет. Так. Так,
Блин, обычно соль всегда есть. Вот специи никогда не найдешь на съемных квартирах. Со своими путешествиями, ребят, частенько приходится мне оставаться. Паприка есть. Ну да ладно. Ну да ладно. Я думаю, с сыром все будет в порядке. Все. Отвариваем макарошки. Альденте, знаете, ребят, не перевариваем, а чуть-чуть не доваривая, потому что еще буду доготавливать в соусе. Ну, придется вот в таком, так сказать, то ли сковородка, то ли что. Ну, что поделать. Ничего не поделать. Помоем. Чтобы у нас все чистенько было. Готовить, ребята, я люблю, обожаю. Мне нравится самому этим заниматься. Вот так вот. В общем, ребята, у нас будет что? Сливоч, креветки и уже тертый взял специально. Ну и на сливочном масле, ребята, все это зажарим. Будет песня под винцо и под коньячок. Ну, коньячок это на завтра я пару рюмочек бахну, чтобы настроение было шикарное. Ну и пару салатов взяли. Еще котлеты взяли, но это я не знаю, будем кушать, не будем. Такие так, дела. Водичка закипела, друзья. Крышку, правда, найти не могу. Крышек нету, короче. Так, что, макарошки? Ну, много, наверное, не надо. На ужин хватит. Так, это туда положим. Все. Макарошки варим, ребята, альденте. Ну и погнали. Погнали нашу мисочку. Так, что, берем сливоч. Берем сливоч, ребятки. Замутим на сливоче. На сливоче, конечно, вкуснее все получается. Так. Так, ножик есть, присутствует. Вот такую штукунцию мы, ребят, резанем. Все, погнали. Погнали наших городских поближе к деревне. Так, кстати, сливоч пригорает, ребята. Немножко растительного добавим. Децл. Вот так, капельку. И тогда будет все отлично. Все. Погнал сливоч. Топим сливоч. И понеслась, ребят, у нас креветки. Креветки у нас в рассоле. Так что рассольчик мы сольем и немножко их обжарим. Сейчас бы найти, где открыть, блин. Сейчас бы найти, где это все дело открыть. Нашел. Рассольчик мы убираем. И креветос туда пошел. Они уже готовые. Так, немножко мы их взбодрим. Опа. Поехали. Макарошки уже тем временем надо не раздевать. Соль, кстати, я нашел, друзья. Нашел я соль. Сделаем такую вкусняшку. Их так, знаете, ребят, немножко отварим, чтобы альденте было, и все. Ну, тем самым погнал у нас креветос. Маленькая баночка. Солить пока не буду, потом в конце макароны, потому что соленые. Плюс у нас сыр будет, плюс сливки.
бодрим, короче. Ну, туда добавим перчик обязательно. Кстати, есть где-то открытая, вроде черный молотый. Вот приправу, ребят, старайтесь добавлять в масло, чтобы приправы открылись. Ну и чесночок сухой, чтобы не заморачиваться. Зараза, блин. Хрен еще откроешь, блин. Тоже чесночка сразу туда. Вот так. Люблю, чтобы побольше было. Так. Все. Креветос бодрим. Их немного, конечно, но у нас будет, получается, и сыр, и креветки. Все, креветки бодрим. Ну, а макарошки скоро уже будут готовы. Как готовы? До полуготовности. Макарошки такие готовы, друзья. Они такие полуготовые, аль денте. Нашел, кстати, крышку. Потихоньку обживаемся. Так. Это на моечку. Все. Теперь макароны, ребята, вот в этом креветно-чесночно-сливочном. Немножко обжариваем. Добавляем сливки. Добавляем сыр. Пробуем на вкус. На соль, на перец. И у нас блюдо готово. Сейчас немножко обжарим их. Ну как обжарим? Так, взбодрим, как говорится. Ну а пока приготовим сыр и сливки. 10% полную банку бахну. Пускай там все это сворачивается. Сливки потому что свернутся, и они будут как соус, ребята. И все. Это не будет жидко. Давайте, друзья, за выезд, за путешествие. Новые локации, новые знакомства, это всегда круто. Это всегда приветствовалось. Так что давайте за новый выезд. Пусть он будет не последним. Хорошо. В городе, ребята, смотрю, еще листа много, как ни странно. Все-таки город тепло держит. Вот такие листочки еще где-то даже зеленые, охренеть. Вот у нас в деревне уже все тишина. Все-таки деревня на реке стоит, и река дает холод. А в тайге и подавно уже листа нету. Здесь еще сыпать и сыпать. Последний штрих. Пармезанчо. Ну это, мать его, песня. Это, мать его, песня. Это, ребята, мать его, песня. Конечно, надо бы, конечно, перед подачей это все делать, потому что сейчас, не знаю, во сколько приеду. Все это у нас подостынет уже, так скажем. Ну ничего, согреем. Главное, что готовы. Как бы я не думаю, что они там до ночи будут гулять у меня. Все. Пробуем, ребята. Ну-ка. На солюшку. Все эти дела.
Бомба. Огонь. Здравствуйте. Фу, ребятки, ну что, все, грубо говоря, на месте. Ну как на месте? На реке. Долгий весь процесс, конечно. В 7 утра выехали с Сыктывкара, ребятки. Вот сейчас мы на деревне. Пока заехали к Юрию в гараж. Он отсюда родом, получается. Забрали мотор, какие-то вещи, топливо. Вот. Как вам речушка, ребята, а? Широка, да? А вот на этой речушке буду пробовать налима. Брать налима. Ребята, конечно, у них своя рыбалочка будет. А у нас своя. В общем, меня забросит. И я, в общем, дикарем, ребята, попробую отловиться. Ну, в прилове также лещ. Рыба здесь есть. Рыба интересная. Всякая разная. Такие дела. Вон рыбачки тоже едут. Погода, ребята, плюс 7 градусов. Ночью тепло.
Вообще, как сентябрь месяц, самый настоящий. Хотя на дворе, ребята, 20 октября. Все сдвинулось на целый месяц. Вот такие будки. Это гаражи, друзья. Видите, самодельные из бочек. Ну, чтобы, получается, не возить постоянно. Моторы снимают с лодок, лодки оставляют вот так. А мотор и все запчасти, топливо вот хранят именно в таких железных гаражах. Ну, здорово, здорово. Да, много речек, конечно, ребята, в республике Коми. И хороших речек. Вот надо ездить, смотреть, разведывать. И я даже, ребят, просто с удовольствием сюда поехал. Ну, не ради рыбалки, а просто посмотреть, побывать. Как бы будет рыбка, будет хорошо, не будет. Ну и хрен с ним, как говорится. Вот. Так что как-то так. Да. Добираемся мы, конечно, долго. Ну, пока туда, пока сюда. Вчера ночевать пришлось. Сегодня вот с утра выехали, пока то это. Вот. Ну, у меня 2 гермомешка. Тут все основное. Бушлат взял, сапоги взял. Стул даже взял. Будем сидеть нормально. Там столик у меня. В общем, термос, котелок, плитка, все есть. А ночью уже там в течение там 2-3 утра, может быть, под утро поеду пацанам на избу спать. Ну, пару часиков, наверное, поспать будет. А может и всю ночь просидим. В общем, что, Юрец поехал за 3-м человеком. У нас экипаж из 3 человек. Там еще какие-то вещи, пила там еще там, в общем. И все, грузимся. Вот, а я буду стаскивать вот к той лодочке. Мотор будем снимать и будем ставить тахарь 18-й. Это Юрца мотор. Тут, я так понимаю, 9,9 послабже. Он говорит, рвем с вещами, ну, пободрее будет. Вот такие дела, ребят. Все. Че? Одеваем сапоги. Я тут на шлепцах. И погнали. Нужны. Чулки не нужны. Наверное, не нужны. Ну, эту лодку он поднимал уже. Волок. Тоже мелко, да, смотрю? Меляков много тоже, да? Да. Все, погнали, что? Да, поедем, что? Попробуем половить рыбку. У нас с собой все вроде есть. Черви есть. Миногу сейчас покопаем. Там на В тройке. крайнем случае картошка вареная есть, на вареную картошку. Сало, вареная картошка. Заряженный наглухо. А, ты там и хочешь покопать, да? Немного. Ну там я и копал, да. Тянет? Меня потерпит. Не перекручивал, Леха, забыл, блядь. Вот они вылетают. Вон она, смотри, еле сидит, понял? О, нихуя какая маленькая. О, смотри, ты ее порезал. Ну, что ты делаешь? Это маленькая вообще. Вот. Что, есть, да? Да, есть еще одна. А что, они сидят, не вылазят, ты понял? Надо разбирать нам. Ковырять надо, да. Не хочет вылазить, ты посмотри, блядь, какая
Хорошая тема. Все, закидывай. Вот, бери, ее насаживай. Это, блядь, стопроцентный налим. Это стопроцентный налим, Андрюха. Ну на лапку, да? Да не, это, в смысле на лапку. Ну я за лапку как бы. Да, вот за так. лапку цепляешь ее так, чтобы она могла. Одна маленькая. О, лягушка, стоять. Это все, это сразу налим. Я тебе говорю. И щука, да. Да уж эту хуйню, они, блядь. А что они зарываются? Ей, получается, надо нахуй что сделать, чтобы она не зарылась? Она же зароется. Куда зароется? Ну, в кочку так же. Минога? Губу? Нет, вот лягушка, блядь. Я думаю, что ее тоже сейчас с кочки достали. Но миноги-то губу надрываешь крючком. Ну вот это да. Через жабры, блядь. Нет, я губу подрываю. И все? И за хвостик, да. Ей больно зарыться, и она как бы на поверхности. Нет, а я за жабру и за позвоночник, чтобы кровь не шла. А, вот так делаешь, да? Угу. И, блядь, охуенно Все, будет. все разные, по-разному делают. Ну, да. Слушай, ну вот, Да, вот. Юрец, мне нравится вот эта, коса. слышь, коса, видишь она? Да. Она может здесь, рыбка может и подвигается здесь. Вполне. Вполне, да. Вполне. Ладно, еще это, Лех. А? Еще ближе. Так, посмотрим. Ему надо где-то, чтобы он докидывал хотя бы до 2-3 глубины. Да. Даже 1,5 надо. Даже по рябе видно где. Да, вот рябь, там уже мелко, видишь? Вот рябь рябит, все, тормози-ка. Так, вот здесь уже 3, наверное. 2,5 точно есть. 2, 3. 3 метра. Огонь. Ну-ка еще ближе подъедь. Огонь. Еще ближе подъедь. Ну что, друзья, вот и меня забросили. Вот я остался на таком огромном пляжу таежном, необитаемом, так скажем. Вот, кстати, севера славятся, ребята. Какой Египет, какая Турция? У нас свои пляжи. Огроменный пляж. Сували пацаны меня, конечно, и на яму, и на обрывы, где мы, кстати, копали миног. Но все-таки осень, ребята, уже конец октября. Рыба идет к берегу. И понравился мне вот здесь такой пляжочек. Причем неплохой. Глубина в районе 3 метров. Я, скорее всего, туда буду забрасывать. Проверяли кирпичом. Вот. И постою именно вот здесь, ребятки. Вот. Есть такие, конечно, эти косы. Будем брать. Будем пробовать и брать. Вот. С дровами здесь, конечно, беда. Как минимум до кустов только метров 300 надо топать. Там лежат, конечно, сушинки. Парни хотели пильнуть мне, но решили не ходить, не буксовать по этому пляжу, а просто сейчас пацаны вот пильнут с обрыва дрова мне и закинут, короче. И я буду здесь. Все, класс, ребят. Обед. 12 часов, обед. У меня есть штук 500 червей. Леща здесь море. Ясь. Можем половить. Ну и копанули, ребятки, мы миножек. Есть у меня миножки. Штук 10, наверное. Есть у меня мидии. Есть у меня лягушки. Короче, ребятки, я вооружен капитально. На ночь будем ставить что-нибудь такое. А сейчас днем, с вечера, окунек может на червя поклюет. Лещ. Да тут вся рыба, ребята. Есть и судак здесь. Есть и благородная рыба здесь. А вот. Ну, как-то так. Вот такая заброска, ребята. Хотя и пацаны предлагали поближе к ним, к зимовью там. Я говорю, нет, ребят, нормально. Не привыкать. Тем более я, так скажем, с удобствами. У меня есть
стул, у меня есть стол, у меня есть еда, у меня есть 100 грамм, у меня есть теплые вещи. Короче, у меня есть все, ребят, чтобы спокойно ночевать. И сейчас такая вот морось идет, тепло, 7 градусов. Ну, сентябрь месяц, короче. Вот такие дела. Парни жужжат, в общем, дрова привезут. И я, наверное, буду здесь кайфовать. Самое интересное, друзья, то, что, знаете, я уже не в Республике Коми, я уже в Архангельской области. Пацаны писали мне, когда приедешь в Архангельск. Сейчас я вам, ребят, покажу, чтобы не быть голословным. С приездом в Архангельскую область. Я здесь уже, ребята, в Архангельской области. Офигеть. То бишь я уже здесь в 29-м регионе. Такие дела. Все, в принципе, потихоньку можно начинать, так сказать, лагерек. Доночки покидаем. Червей много, так что буду рыбачить уже сейчас. А что нет? Лещ, не лещ. Все здесь есть. Почему бы нет? Так что погнали. Эх! Вот это поездочка. Ё-моё. О, умотал, блин, а? Андрей Викторович. Ну ничего. На том она, ребята, и будоражит, понимаете. Парни классные. Леха деревенский, вот, получается, с этой деревни, да, откуда мы стартанули. Свой пацан, видно, такой. Все, помог там минок. Сейчас пойдем дров, говорит, поможем. Я говорю, да у меня время есть, какие-нибудь, говорю, тут потаскаю. Какие-то коряги вот такие, которые намытые. Сейчас, Андрюха, все сделаем, все по красоте. В общем, пацаны, огонь. Молодцы. Все, блин, наконец-то начинаем рыбачить. Ё-моё, блин. У меня уже как сутки, как я добираюсь до этой рыбалки. Поехали. Блин, еды куча, блин. Ну это там понятно. С парнями что-то. Так. Самое главное, чтобы, ребят, не было дождя. Потому что открытый пляж. Здесь спрятаться негде, палатки нету. Будет прохладненько, конечно. Так, тут у меня что? Тут у меня все, да? А здесь у меня... Так, червячочки есть? Есть. Не замерзли. Носки теплые. Так. Камеры прячем. Что моросит дождик. Неприятно. Неприятный дождик. Так, топор. Все. И снасти. Пацаны дрова мне тянут. Нормально поднапилили. Вот, конечно, на глиссер не выходит.
Так, друзья, ну что, все. Теперь я точно один. Парни дровишек мне подвезли. Смолячок такой. Все, и они потопали на избу. Там дрова, говорит, подпилить надо. Спиннингом походят. И потом они уже что-то там будут своими делами заниматься. А я рыбачу. Все, начну, наверное, вот с той выемки. И погнали. Наверное, до той прям дойду. Посмотрим сейчас. Можно почаще, конечно. Ну, сейчас как получится. Первую здесь, наверное, бахнем. Так, течение у нас туда. Непривычно. У меня обычно все по правую руку. Тут сейчас по левую. Ладно. Так, здесь кинуть надо подальше, ребятки. Можно было, конечно, с обрывов там кидать меньше. Но там яма, блин. Что-то я думаю, что все-таки на песок налим пойдет. Да, он должен в такое время на песок ползти. Тот же лещ. Тот же есть. Сразу по 3 штучки, наверное, бахнем. Вкусненького такого сделаем. Так. Ну что, пробуем. Наутился наш. Полетели. Нормально. Метра 3 есть. Стабильно. Метра 3 стабильно. Ветерок, конечно, парусит, блин. Поднялся что-то. Ну, нормально. Так, второй раз. О. Ага, не понял я, когда я упал. Ну, когда-то упал. Так непривычно, ребята, река широкая по сравнению с моей. У себя-то там что кидаешь, уже бац, середина реки, грубо говоря, в русло. А здесь бросать надо. Поехали. Опа. Метра 2,5, наверное, где-то так. Сейчас, ребята, вот кидаю и думаю, вот с катушки-то я могу кинуть 35-40 метров, а вот с руки-то я не смогу 50 кинуть. Вот хрен знает. Сейчас правильно я вот встал на донке, или надо было наоборот в яму вставлять. Но я все-таки думаю, что должен налим на песок выползти. Все на меляках должно сейчас ползать. Почему сейчас вот в такое время острогой ходят? Потому что рыба идет к берегу. Поехали. Мелячок. Там, что ли, глубина. Короче, буду смотреть, друзья. Время у меня есть. К ночи что-нибудь разберусь. Нормальные дела. Кто это у нас? Что за башка? Чья? Да ё-моё. Непонятно. Судака вроде. Хребтина такой. О, рыба есть, значит. Рыба, значит, есть, ребята. Так, что тут надо бросать?
О, огонь. Вот еще приямок нашел, ребят. Там приямок и тут приямок. Может, буду смещать потом. Подошел к табору, ребята. У меня уже верхние клюют. Вот эти две. Точнее, они нижние, получается. Сейчас же течение в другую сторону. Вот это клюет. А тут как бы такой закуток. Я не стал там бросать, потому что ребята будут подъезжать ко мне. Ночью, возможно. Чай попить. Что-то еще. И чтоб донки не путали. Как бы для них заезд сделал. И кто, интересно, ребята, первая рыбка. Кто это может быть? Ну, у нас обычно сейчас бы окунь взял. А здесь кто может быть? Лещ? Не сказать, что мощно звенит, но клюет, он дергает. Подсекать сейчас буду. Шнур, правда, в провисе от ветра. Далеко кидать приходится. А нет никого. Там мелко еще, блин, до кучи. Катушки скрипят. Все как нужно. Как у людей, блин. Тут мелко, ребят. Так, ну и мимо, короче. Мимо. Ну, первая поклевка была. Да я говорю, мелика не надо бояться сейчас. Сейчас самое то. Хрен его знает, ребята. Что-то дергает, там что-то дергает. Что за мелочь, непонятно. О, кто-то есть. И кто у нас тут? Сорога, что ли? Охренеть, блин. Хо-хо-хо. Сорога, ребята, клюет, оказывается. Во, дела. Такая еще, слушайте, нормальная сорога. О, какая. Ладно, что, наверное, сорогу будем отпускать или что будем брать? На котлеты. Ну, такая пойдет сорожка. Вон, блин, кто клюет. Ну, как-то так, ребята, мелочушка теребонькает. Хотя Юрец говорил, сорога здесь тоже крупная попадается. О, опять клюет. Ладно, все это понятно. Что, придется все равно, ребята, идти туда, в кусты. 300 метров надо будет жерть под прожектор. Надо будет поддонки 2. Ну, еще там по мелочи. По ту же рыбу, жердинку. Песок, ребята, ну не люблю вот на песках я сидеть, конечно. Все классно, да, здесь забрасывать классно. Что-то еще, а вот расположиться, все в песке, никуда не присесть, ничего не положить, сразу все это такое. В общем, чай пью и туда в кусты. Ну и ветерочек гуляет, конечно. Такой порывами, блин. Вечером успокоится, надеюсь. Там на миногу кинем и нафиг, забыли. Такие дела. Час времени. Не знаю, прогадал, не прогадал. Ну, хрен знает, ребята. Попробуем, как говорится. Где наша не пропадала.
Так, друзья, ну что, вот и добрались мы до наших миножек. Шикарная наживка. Вообще крутая. В общем, клюет весь хищник. Вот именно и вот какую-то шикарный трофей у нас поймать можно именно вот на эту наживку. Вот. Вот такая особь, ребята. Это личинка. Многие называют ее вьюн. У многих. Вот. Здесь такая губа. Ее надо надорвать, потому что она иначе закопается в дно и, соответственно, поклевок не будет. И сюда под хвостик на прокол. 1000 лет уже не занимался ими, конечно. Обленился. А раньше-то постоянно. Вот и на прокольчик. Крови нету, все нету. И получается под водой, ребята, вот такая вещь. Видите, она хочет зарыться, а ей сейчас больно. Она не может. А если этого не сделать, то много зароется и, соответственно, будет не то пальто. Так, погнали дальше. Тут у меня и лягушки, и что только нету. Капец вообще. Полный такой змеинец, ребята. А вот еще одна. Надрываем. И под хвостик. Вот если неудобно, можно еще вот так, ребята, делать. То бишь в песок ее, чтобы ее держать. Потому что удержать ее слизко тяжело. И на прокол. Все. Все работает. Все шикарно. Вот на нее может взять трофей. Все, поехали. Отлично. Красавчик, Андрей Викторович. Ну, и тут и глубинка есть. Даже какая-никакая. Ну, метров 30. Тут еще 5 метров. Донки я где-то делал по 30, по 35 метров. Вот колокольчик надо нам немножко повыше. Колокольчик петля в петлю тоже делаю. Эти там долбят, звенят на червя. Ну, ночью-то этого не будет. Все. Надеюсь, хапанем что-нибудь. И вот придется вот этот мыс обойти. И вот с той точки, ребята, бахну еще одну. Ну, потом вариантов нету. Далеко кидать надо. Да и наживки не особо. А так вот у меня тут и такие есть. И белые есть. Кстати, белые с глазами, ребята, с зубами. Они бывают присасываются к пальцу. Неприятно. Так, друзья, ну что, все готово у меня. Дровишка у меня есть. Правда, не знаю, если будет ветер, конечно, дрова подтают. Здесь можно собирать, но так, ни о чем. Бутылка какая-то валяется, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Ну, это такое себе. Я люблю качественные дрова, конечно, сами знаете, кто смотрит меня. Люблю заготовить, чтобы с запасом, так скажем. Тут у меня закидушечки, ребятки. Вот здесь, на ладошке. Бац-бац. Вот, потом там доночку поставил на миножку. И вот на том мысу, ребята, вот такой огиб идет. Вот там она, видите? Вот так приходится обходить вот эту, огибать. Метров 250 до нее. Я, конечно, возможно, ее не услышу, но я ее, ребят, закопал. И мотовила, и палочку, соответственно. Если хапанет какая-нибудь змеюка хорошая, не утащит. Эти звенят, ребятки, одна за одной. И вот там у меня две стоят. Вот это у меня в ствол попало. Может быть, налим на него будет брать, если он будет ползать здесь. И вот здесь тоже такая, как заводюшка. Здесь парни, если что, на лодке встанут, подъедут когда ночью, чтобы ничего не цеплять. В общем, такие дела, братва. А так что, все хорошо. Все у меня отлично. И вот такой огромный пляж, ребята. Охренеть просто. Я пока до кустов сходил, чуть не охренел. Ноги буксуют по нему. Лосики там бегали. Давно уже, правда. Вот такие дела.
Ну все, ребята, все готово. Не знаю, посмотрим. Как-то, знаете, непривычно. Как в пустыне тут вообще. Ни кустов, ничего. Ни заградки никакой. Блин, если дождь будет ночью с ветром, тут немножко охренеешь. Тучи так периодически идут, но слава богу этот моросит только местами. Все, в принципе, далеко кидать надо, ребята. Да, может надо было, конечно, и встать все-таки с обрывов. Ну хрен знает, должен он ползти на песок. Это еще, блин, дед мне еще говорил: осенью не бойся, мель, это самое то. Короче, посмотрим, ребята. 6 на червя, 2 на миножку. Там как раз свал, кстати. Может там что-то и хапнет матерое. Там все может, и окунь, и судак, и щука бахнуть, и стерлядь. Эти все звенят, ребята. Пойду сейчас перезаряжу их. Ну, не попадается, не секется. Крючки большие. А так на фидер можно было тут подкормиться, мне кажется. И бомбить сорожку эту. Вот. Ну, что-то типа такого. Ну, ладно, у нас, в принципе, вся ночь впереди. Тут у нас только так. Вон, 14-19. Я уже полностью готов к рыбалке. Есть пюреха, как бы такие продукты не брал. Колбаса там, сыр. С чаем нормально. Кофе взял. Горелка, все есть у меня. Думаю, не пропаду. Все, ладно, чай пью и пойдем проверимся. Перезабросим эти. А, какая-то рыбка, что ли, ребята? Или там свал? Подъем свала, что ли? А нет. Какая-то рыбка. Окунь, наверное. Ну да. Здравствуй, окунек. Опа. Окунек нормально, съедобный. Окунечек нормальный, съедобный. Опа. О, даже черви целые. Пойдет. Грамм 100, 120. Вот так, что, мелочушку будем, мало ли, может, нарезку будем ставить. Или уху на избе сварим. Какая разница. Хотя парни поймают на свои снасти, наверное, хорошую рыбу. Опа. Опять дождь пошел. Друзья, смотрите, как красиво. Такой просвет, как бы. Ну как просвет, просто прогал. И солнце как раз в эту сторону. Охрененно. Туча, небольшой прогал, даже голубое небо. И опять там туча большая идет. Так прикольно. Сейчас даже вот она на пляже будет выскакивать, ребят. Смотрите, смотрите, бежит солнце. Сейчас до меня дойдет. Вообще кайф. Прикольно наблюдать такие моменты. Здорово вообще.